Наши руководители и чиновники всех мастей очень любят во время своих публичных выступлений поговорить о том, как они поддерживают отечественного производителя. Ни сна, ни отдыха не ведают в думах о людях труда. Да так красиво и убедительно об этом рассказывают, что тому производителю, кажется, уже и мечтать больше не о чем. Сколько высоких собраний провели на эту тему, сколько отечественных программ приняли, не счесть. Впрочем, их никто уже и не считает. Возможно, потому что наши чиновники, похоже, твердо уверены, что местные товаропроизводители давно катаются, как сыр в масле, и никаких проблем у них нет. То, что это не совсем так, а если говорить еще откровеннее, то совсем не так. Примеров можно найти массу. Но в качестве отправной точки нашего сегодняшнего разговора мы решили остановиться на такой отрасли производства, как переработка кожевенного сырья. Это, конечно, не самая стратегическая сфера казахстанской экономики, но зато одна из самых показательных. Что бы мы там о себе не думали, но Казахстан – это прежде всего сельскохозяйственная страна. А с точки зрения нереализованного потенциала, так просто мощнейшая аграрная держава. В отличие от нефтегазовой или горнорудной отраслей, которые по понятным причинам относятся к невосполнимым ресурсам и рано или поздно, но когда-нибудь все-таки закончатся, кожевенная промышленность – это хоть и не столь масштабное, но все-таки вполне реальное производство. Для восполнения сырья у Казахстана есть все. Земли, климат, наконец, исторически сложившиеся национальные традиции. Поэтому, на первый взгляд, совершенно непонятно, почему в нашей стране укоренилось мнение, что все это естественное богатство совершенно не востребовано в современной жизни. На сегодняшний день мало кто из простых обывателей знает, что в Казахстане имеется порядка 10 весьма крупных кожевенных предприятий. Причем не из числа доставшихся нам в наследство от эпохи социализма, а новых, появившихся за какие-то последние 10 лет и оборудованных по последнему слову западных стандартов. Они выпускают продукцию такого качества, что она пользуется спросом у самых именитых зарубежных производителей кожаных изделий. Но если там, несмотря на жесткую конкуренцию, им дают зеленый свет, то на родине у них вместо поддержки одни проблемы. Сегодня цеха этих современных отечественных предприятий бездарно простаивают. И все потому, что сырье скупается на кону конкурентами из ближнего зарубежья. И всеми правдами и неправдами вывозится за границу, преимущественно в Китай. Причем по самым, что ни на есть, бросовым ценам. К сожалению, сейчас мы можем констатировать, что никому, и тем более нашим ближайшим соседям, по-моему, невыгодно, чтобы наши казахстанские товаропроизводители работали на полную мощность. Все-таки они больше рассматривают Казахстан не как делового партнера по сбыту продукции и прочее, а как сырьевой придаток. И это положение нужно менять. В инвестиционные проекты по переработке кожаного сырья оказались вложены как деньги частного капитала, так и кредитные средства казахстанских и зарубежных банков. Тем не менее, как ни посмотри, все это тот самый наш отечественный производитель, про необходимость поддержки которого все так любят красиво поговорить. Надо же было сразу же разговаривать с этим скотом на одном языке, иначе их генетика, она неприемлема нашей методике. Но когда речь заходит о конкретной помощи, предпочитают вовсе не замечать. Более того, эти частные кожевенные производства, в свою очередь, сами ориентированы на поддержку отечественного сельскохозяйственного сектора, который тоже все давно считают мертвым. Между тем, согласно официальной статистике, в республике ежегодно производится забой не менее 2,5 миллионов голов крупного рогатого скота, что дает порядка 45 тысяч тонн кожсырья. Правда, преимущественно речь идет о совсем небольших фермерских хозяйствах. Но тем не менее получается, что это один из тех самых кластеров, созданием которых еще совсем недавно было так обеспокоено руководство страны, и который теперь почему-то оказался совершенно никому не нужен. Нужна качественная продукция, которую сложно сейчас найти. Сложно. Все связано с тем, что основную продукцию животноводческую производят мелкие хозяйства, которым на своем уровне в нынешней ситуации очень сложно производить качественную, хорошую продукцию. Действительно, государство очень много сейчас вкладывает и увеличивает постепенно эти объемы финансирования. Но по нашему мнению, то есть вкладывается, как правило, в крупные хозяйства, крупные, средние.
И мелкие, они практически остаются неудел, то есть ими никто не интересуется, никто не занимается. Хотя вот, допустим, по животноводству мы говорили, что основная продукция производится именно и в этих мелких хозяйствах. Предприятия, о которых идет речь, как правило, расположены в регионах с развитым аграрным сектором, то есть там, где наибольшие проблемы с занятостью населения. Получается, что казахстанские животноводы могут загрузить своим сырьем отечественные кожевенные предприятия, если не полностью, то хотя бы в той мере, чтобы они работали, а занятые на них люди могли кормить свои семьи. Кожевенные предприятия, в свою очередь, скупают сырые шкуры у селян и тоже дают им заработать. Однако эта, казалось бы, простая и безотказная схема не действует. Простаивает Алматинский кожевенный завод. Не работают такие же предприятия в Петропавловске, Семее, Таразе и Кибастузе. Их руководители бьют тревогу. На каждом из них многие десятки и сотни рабочих отправлены в отпуска без содержания. Люди, уже много месяцев сидящие без зарплаты, озлоблены. В коллективах растет социальная напряженность. Причины, как оказалось, лежат на поверхности. Этот кожевенный завод – одно из самых новых и с точки зрения технологии передовых предприятий своей отрасли. Открылся всего 4 года назад. Спроектирован высококлассными специалистами из Италии, где в кожевенном деле знают толк. Здесь установлено самое современное оборудование известных итальянских производителей. Даже химикаты для обработки шкур завозят только из Европы. Мощность завода – переработка до 2500 тонн шкур крупнорогатого скота. Основные заказчики производимого здесь товара – Италия, Таиланд, Турция, тот же Китай. Почему в пустых цехах гуляет ветер, а дорогостоящее оборудование укрыто полиэтиленовой пленкой? Все просто. Экспортная таможенная пошлина на сырую, никак не обработанную кожу настолько мала, что все сырье, которое по логике вещей должно перерабатываться внутри страны, сейчас уплывает за рубеж. Туда, где трудозатраты из-за густонаселенности несравнимо меньше. Эту простую экономику на пальцах может объяснить директор любого из казахстанских заводов. Наверное, все-таки им выгоднее туда везти, и они могут предложить цену более высокую. Но опять-таки скажу, вот эта высокая цена, которую они предлагают, это не фермеры получают, не тот, кто произвел это сырье, да, то есть они как продавали за 100 тенге, так и продают. То есть это те фирмы-посредники, которые закупают, перепродают. То есть они как бы при этом они имеют высокую доходность. Больше, наверное, чем даже завод зарабатывают. Итак, против процветания казахстанской кожевенной промышленности работают установленные государством же низкие таможенные пошлины на вывоз сырых шкур. С декабря этого года вывозную пошлину подняли с 200 евро до 500 евро за тонну. Вот только казахстанским кожевенникам эта мера как мертвому припарка, потому что теперь канал транзита сырья идет через соседнюю Киргизию, с которой у Казахстана соглашение о свободной торговле, а уже потом прямиком в Китай. Говорят, что в Киргизии шкуры даже не перегружают из вагона в вагоны, а лишь меняют пломбы и документы. В самой Киргизии серьезных предприятий по переработке кожи нет, поэтому им наше сырье без надобности. Зато какая-никакая прибавка к бюджету за счет таможенных и транспортных сборов. Получается, в выигрыше оказываются все – Киргизия, Китай, в накладе лишь Казахстан. Правда, похоже, что до тех, кому по статусу положено решать подобные проблемы и отстаивать интересы страны, это не доходит. Со стороны государства на сегодня есть поддержка, но, однако, она, на мой взгляд, половинчатая. Решения, которые были приняты на сегодня, к сожалению, они как бы еще не реализованы. Одним из предложений у нас было это ввести запрет на вывоз шкур с республики. То есть, если сегодня, если существует запрет на вывоз шерсти той же, да, насколько мне известно, и молока, то почему нельзя ввести запреты на вывоз необработанной шкуры? Хотя мы знаем, вот в мае месяце этого года при проведении совещания с южными регионами республики
глава нашего государства Нурсултан Абишевич давал указания о том, чтобы ввели эти пошлины. Если есть необходимость, то ввели и запрет на вывоз. Наверное, можно сказать, что это никак не повлияло, да, вот, на то, чтобы сырье оставалось у нас. Говорят, если хочешь разобраться в причинах какого-либо явления, ищи того, кому это выгодно. Мы поискали. Отечественным кожевенникам отток сырья из страны очевидно невыгоден. Они теряют заказы и репутацию в глазах зарубежных партнеров, потому что не могут выполнить свои обязательства перед ними. Наши крестьяне, фермеры, с чьих хозяйств и подворий поступает сырье, тоже явно не заинтересованы в том, чтобы обестроить и оставить без работы других отечественных производителей. Сельчанину вообще все равно, кому сдать шкуры. Лишь бы встретили хорошо и вовремя заплатили. Тем более, что за годы полнейшей разрухи на селе культура ведения животноводства упала ниже плинтуса. Отечественные кожевенники отмечают, что качество поставляемого им сырья год от года все хуже. Ни о каком европейском качестве говорить не приходится. В Поднебесной же готовы принимать любой брак. Причем отмечают происходящую деградацию села и те, кто ратуют за возрождение казахского аула.